столицы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Она выходит одновременно на телеканале НВК «Саха» и на радио Тетим «Саха Раджета». За режиссерским пультом Мария Новгородова и Екатерина Голикова. У микрофона ведущие передачи Любовь Сыроватская. Сегодня мы погружаемся в одну из самых актуальных тем для нашего региона – рынок недвижимости в Якутске. За последние годы мы стали свидетелями значительных изменений, цены на квадратные метры растут, а количество застройщиков колеблется. Что стоит за этими цифрами? Мы обсудим влияние дальневосточной ипотеки, разберемся в себестоимости жилья и узнаем, какие новые инициативы, такие как инфраструктурный сбор, могут повлиять на рынок. Об этом мы поговорим с нашими гостями: Антоном Анатольевичем Алексеенко, заместителем главы города Якутска, и Анатолием Спартаковичем Илларионовым, руководителем правового департамента администрации города Якутска. Мы надеемся, что они помогут нам разобраться в тонкостях текущей ситуации и ответят на самые острые вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Антон Анатольевич, первый вопрос к вам. Давайте начнем с цифр. Какая средняя стоимость квадратного метра на сегодняшний день и как она изменилась за последний год? Если отталкиваться от некой статистики, на сегодняшний день по 2025 году средняя стоимость жилья в Якутске колебалась в диапазоне примерно от 160 до 175-180 тысяч рублей. Это зависело от разных факторов. Во-первых, от количества в данный момент, в конкретный момент времени свободных квартир на рынке и от ключевой ставки. Мы все с вами знаем и видим, что ключевая ставка последнее время претерпевает различного рода изменения, то повышается, то понижается. За последнее время почти на 2,5 пункта снизилась. Это тоже оказывает влияние в целом на стоимость. В среднем можно говорить, что в районе 170 тысяч рублей за 1 квадратный метр стоимость жилья в городе Якутске рыночная составляет. Как она менялась? В целом мы понимаем, что на стоимость квадратного метра оказывает влияние не только ключевая ставка, хотя определенное влияние есть, но и также в целом коэффициент инфляции, и спрос как таковой. Поэтому не всегда на 100% стоимость 1 квадратного метра жилья на рынке она складывается только из прямых затрат. Также влияют и показатель спроса. А сколько сегодня застройщиков работают на рынке города Якутска, застройщиков? И это для города Якутска много или мало? Все-таки у нас Якутск быстрорастущий город. На самом деле город Якутск действительно растет довольно быстро. И что касается объемов жилищного строительства, они тоже находятся на довольно высоком уровне. Если говорить вообще в целом о показателях, то за последние 5 лет рынок жилья активно развивается, темпы жилья увеличиваются, исторический максимум объем по количеству вводимого жилья, как многоквартирного, так и индивидуального жилья, за последний 24 год мы больше 400 тысяч квадратных метров жилья ввели. В целом за пятилетку уже порядка 1,7 миллиона квадратных метров. В целом город строится. А что касается именно участников этого процесса, застройщиков, строителей, специализированных застройщиков, то на сегодняшний день, если говорить о той информации, которая есть у нас, как у органа местного самоуправления, о тех участниках, которые получают разрешение на строительство, то в городе Якутске строительных компаний и специализированных застройщиков, которые осуществляют строительство жилья, больше 56, по-моему, их на сегодняшний день. И если сравнивать с населением города, и количеством застройщиков в аналогичных городах, то мы здесь на самом-то деле едва ли не лидеры, то есть можно сопоставить, например, крупные города
тот же самый Новосибирск, да, который крупнее нас, где более миллиона человек живет, и там практически такое же количество специализированных застройщиков. Поэтому сказать, что у нас мало участников рынка строительства жилья, никак нельзя. Их достаточное количество и для того, чтобы обеспечить те темпы, которые городу необходимы и в рамках переселения, и в рамках каких-то иных жилищных программ, поэтому я считаю, что строителей достаточно в городе. Довольно-таки большая конкуренция среди застройщиков. Она присутствует. И тогда давайте немножко затронем тему дальневосточной ипотеки, да, это все-таки хорошо или это какой-то все-таки драйвер цен, и не получается ли так, что государство субсидирует не покупателей, а застройщиков, позволяя им держать высокие цены? Мы все с вами были свидетелями того, как вообще в целом дальневосточная ипотека как инструмент поддержки появилась, как стимулировался рынок жилья, да, и как цены скорректировались, исходя из того, когда появился льготный инструмент кредитования. Нельзя сказать, что льготная ипотека – это плохо. Конечно, нет. Конечно, нет. А то, что происходит комплексная поддержка и как граждан, которые получают эффективный инструмент, да, то есть, условно говоря, там дешевые деньги, да, для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, так и в целом отрасль строительства получает огромный импульс в виде вливания средств, который идет и на развитие, да, и на оборотные средства и так далее. Это, конечно, хорошо. Да? Это в любом случае мера поддержки для отрасли, и государство, я думаю, это прекрасно понимает. То есть в целом идет стимулирование финансирования отрасли. И как для горожан, да, как для граждан это хорошо. Есть возможность механизма приобретения жилья за дешевые деньги, так и для застройщика это важно. Рынок напитывается ресурсом. Влияет ли это на стоимость квадратного метра? Я думаю, статистика штука упрямая. Скорее да. Не секрет, что на рынке жилья основные лоты, да, которые создаются, которые продаются, они по стоимости, по квадратуре в основном направлены на то, чтобы использовать механизм льготного кредитования в виде дальневосточной ипотеки. Плохо это? Думаю, что, наверное, неплохо, но сказать, что она никак не влияет на стоимость, так тоже нельзя. А в ближайшие 2 года стоит ли ожидать повышения цен на так называемый квадратный метр, и поспособствует ли случайно к этому инфраструктурный сбор, который сейчас очень активно, широко обсуждается и среди горожан, и в средствах массовой информации? Смотрите, тут такой вопрос, наверное, комплексный, да, что касается планов по вводу жилья, да, несмотря на то, что на сегодняшний день темпы выдачи разрешений на строительство в текущем году весьма замедлились, да, тем не менее, мы же видим статистику, да, и план работы. На сегодняшний день для обеспечения плановых показателей по вводу жилья в 2026 году, в 2027 году мы вообще никаких рисков не видим. Да? За эти 2 года на основании уже выданных разрешений на строительство планируется ввод на территории города Якутска почти 450 тысяч квадратных метров жилья. Это серьезные цифры, которые на ближайшие 2 года спрос точно обеспечат. И поскольку эти объекты в основном строятся в рамках механизмов проектного финансирования и так далее, по ним экономика уже вся полностью сверстана, да, по ним есть понимание, что какое-то, может быть, удорожание или какие-то колебания, они могут быть только в рамках каких-то макроэкономических эффектов. Да. Тот же самый инфраструктурный сбор, который, я надеюсь, все-таки будет узаконен и введен, не должен никоим образом отразиться на тех объектах, которые уже имеют разрешение на строительство или которые реализуются в рамках, скажем, комплексного развития территории. То есть там уже все правила игры понятны. Что касается объектов, которые появятся в результате выдачи разрешения на строительство, допустим, в 2026 году, в 2027 году, и если это речь идет о точечной застройке, уже будут на себе испытывать влияние инфраструктурного сбора, здесь однозначно сказать сложно. Да? Мы не можем точно спрогнозировать,
какая будет макроэкономическая ситуация, насколько у нас изменится ставка ключевая, да, которая влияет в целом на кредитование. Поэтому я думаю, что критической массы инфраструктурный сбор не создаст, но не исключено, что какое-то незначительное удорожание может быть. Но я считаю, что та норма рентабельности, которая сейчас заложена в строительные проекты, да, и те условия, на которых выдают банки проектное финансирование, спокойно может покрыть эту дополнительную издержку без удорожания квадратного метра для конечного пользователя. А вот насколько, на какую сумму вообще рассчитан инфраструктурный сбор, вот на квадратный метр? Сколько вот это в сумме? На сегодняшний день мы пришли к пониманию в результате расчетов, в результате балансировки, что величина инфраструктурного сбора на 1 квадратный метр сейчас нами предлагается в размере 1097, примерно 3100 рублей, 3097, то есть 3100 рублей на квадратный метр. Вот. Учитывая, что на сегодняшний день средняя стоимость 1 квадратного метра, как я ранее сказал, там порядка 165 тысяч рублей на квадратный метр, мы где-то здесь находимся в диапазоне примерно там плюс-минус 2% от стоимости 1 квадратного метра. Насколько это критическая масса, каждый сам может сделать вывод. Я думаю, что не критическая. Хорошо, тогда вот, и мне лично интересно, и я уверена, что и всем горожанам, да, вот вы сказали, что квадратный метр 165 тысяч рублей, да, сумма, так скажем, не маленькая, да, вот из чего вообще выстраивается вот эта вот сумма квадратного метра, что туда входит? Давайте попробуем посчитать, да. Наверное, основные затраты, которые формируют стоимость 1 квадратного метра, это, конечно же, стоимость земельного участка. Далее это стоимость строительных материалов и оборудования, это стоимость самих строительно-монтажных работ. Также это затраты на технологическое присоединение, и сопутствующие расходы, которые несет застройщик в зависимости от своей экономики. Да, это содержание инженерно-технического персонала, да, там, фото и так далее. Это расходы по маркетингу, да, сопутствующие какие-то непредвиденные могут быть расходы и так далее. От проекта к проекту эти, величина, да, доля влияния на стоимость вот этих факторов, она может быть абсолютно разная. Но в целом непосредственно расходы на строительно-монтажные работы, да, могут составлять от 55 до 60%. Да. Все остальное это дополнительные расходы и так называемая прибыль, да, которая тоже от проекта к проекту может варьироваться, да, но как правило, все-таки она составляет от 15 до 25%. Так-то, в принципе, 165 тысяч рублей за квадратный метр в городе Якутске не особо-то отличается от крупных городов, например, да, и так получается тогда наши климатические особенности на фактор влияния цены на квадратный метр не влияет, да? Как я уже сказал, да, экономика проектов везде разная, но тем не менее мы должны понимать, да, что ряд позиций, по которым есть удорожание в зависимости от нашего климатического района, от нашей сложной логистики, да, удаленности и так далее, оно, безусловно, есть. Ряд оборудования, да, которое завозится, оно производится не в Якутске, да, его в любом случае надо доставлять. Ряд строительных материалов, отделочных материалов. Но, тем не менее, мы понимаем, что в любом случае, да, финансирование, которое происходит по механизму, чаще всего проектного финансирования по объектам, да, оно учитывает все эти издержки, да, и затраты. И так или иначе финансирующий орган, да, банк, допустим, да, он не допустит реализацию финансирования проекта, да, по которому норма рентабельности ниже, чем та, которая позволила бы покрыть кредитные средства. Поэтому раз объекты строятся, значит они рентабельны.
Ну и вот после публичных слушаний, да, по рассмотрению о возможности введения инфраструктурного сбора вот в окружной администрации города Якутска, там застройщики говорили о том, что они вынуждены будут повысить стоимость до 200 тысяч, но после этого еще зародился миф о том, что ряд застройщиков могут вообще уйти с рынка строительства, да, и хотелось бы узнать тогда в таком случае, вот какую прибыль застройщик получает, ну, реально с 1 квадратного метра. Ну, Вот мы с вами по косточкам как бы разобрали, ну, примерно хотя бы вот с 1 квадратного метра застройщик. ну, наверное, я здесь буду, может быть, не до конца объективен, да, потому что все-таки экономика застройщика, она индивидуальная, у каждого своя. Но еще раз, да, исходя из тех параметров, по которым мы можем судить, да, определяется там стоимость тех или иных видов работ, да, исходя из того, как банки финансируют, да, вот показатель там, долговой нагрузки или долговой устойчивости, да, для того, чтобы по проектному финансированию претендовать, да, на возможность привлечения банковских средств, он должен быть не менее 20%. То есть, скажем так, выгода от продажи квартир, да, жилых метров, она должна как минимум на 20% превышать закредитованность. Поэтому, как я ранее сказал, вот норма рентабельности от проекта к проекту может, конечно, колебаться, но от 15 до 25%. Соответственно, если мы говорим, что средняя стоимость квадратного метра там, ну, 165 тысяч рублей, ну, плюс-минус, да, Ну, порядка 20 тысяч. то норма прибыли, ну, фактическая прибыль может составлять спокойно с квадратного метра там, 25-30 тысяч рублей. Если сказать, что инфраструктурный сбор будет составлять 10% от этой стоимости, да, я повторюсь, я не считаю, что это критическая нагрузка. Ну да, особо-то как будто бы и погода не делает. При этом надо понимать, что если это является, ну, вернее, отсутствие этого инфраструктурного сбора является стоп-фактором в принципе к реализации проекта, да, то тут, наверное, на чашу весов спокойно это можно возложить и понять, готов ли за 10% от прибыли застройщик построить объект и получить все-таки оставшуюся часть, либо вообще не заниматься строительством. Я думаю, тут ответ очевиден. А сказать, что у нас какое-то есть количество застройщиков, которые там, ну, моментально просто испарятся, да, и не смогут осуществлять деятельность, ну, как мы уже выше говорили, застройщиков довольно много. Понятно, что мы заинтересованы, чтобы их было еще больше, да, это все-таки субъекты предпринимательства, которые вносят вклад в городскую экономику, тут работают горожане и так далее. Мы, конечно, не заинтересованы, чтобы ни один из них с рынка ушел, а только наращивали свои объемы производства и темпы строительства. Но тут надо будет подстраиваться. Не первый день инфраструктурный сбор существует в отдельных городах, субъектах и так далее, и какого-то массового банкротства застройщиков там не наблюдается. Анатолий Спартакович, тогда сейчас к вам вопрос, да, администрация города Якутска как-то регулирует эту самую доходность застройщика, да, и рынок полностью свободный или как? Здесь ответить можно так, что в целом этот рынок, ценообразование на нем не регулируется и не контролируется никем. То есть государственное регулирование здесь ограничивается тем, что предъявляются определенные требования и правила к застройщикам. После этого они выходят на рынок, получают право заниматься строительством, в том числе многоквартирных жилых домов. И здесь уже законодатель, государство никак не ограничивает их прибыльность. Вот та самая пресловутая норма рентабельности. Это означает, что сектор рынка полностью свободный и конкурентный. Цены не подлежат, я сказал, госрегулированию. Застройщики вправе самостоятельно устанавливать цены на жилье, в зависимости, конечно же, от конъюнктуры рынка. Есть ограничения в части антимонопольного законодательства. Федеральная антимонопольная служба может принять меры только по фактам сговора при ценообразовании между застройщиками и мониторит работу застройщиков, если они занимают доминирующее положение. Но в целом на прибыльность и на рентабельность государственным регулированием, как, например, на продукты питания или там на топливо, здесь такого нет. Не было. Были попытки несколько раз ввести такое ограничение и контроль на уровне правительства.
Российской Федерации не было поддержано. Также были отдельные законопроекты вот всех этих 30 лет, да, в течение 30 лет последних, которые вносили в Госдуму, но не были также приняты. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы буквально через несколько секунд прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Тема сегодня у нас очень интересная. Мы сегодня говорим о рынке недвижимости в городе Якутске. Уважаемые радиослушатели и телезрители, напоминаю, что сейчас в эфире передача «Якутск сегодня». И сегодняшняя наша тема, мы говорим о рынке недвижимости в городе Якутске. Напомню, что у нас в гостях заместитель главы города Якутска Антон Анатольевич Алексеенко и руководитель правового департамента окружной администрации города Якутска Анатолий Спартакович Илларионов. Мне сейчас вот режиссеры сообщают о том, что звонок в студию. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Мен буланы бу хатыртакта кыттым бар иден кемерей пута болла холларын тойдарна. Эти застройщиктер ханга жеп киллерлерди. Онна плюс перенебле. Приемка оңоттырылды. Онна хорох токтора эпите болалды. Нормага стенелere hinnegesте били мунуга хайдылак болар. Адыга түнүктөрө да жом болар. Онна били мостолар ото hinneges болар ди. Бе холора ого камера ген хиллер болар ди. Алжадаган холора ондук мостона көннөрөгүн ажаптын олоктаганы не по госту бу дем болар ди. Меха үнсүзү кайбы документ проверка кылды хайдакту. Оннаханна үңсөөхөтүн хэбинден итарыгнаатта. Я переведу. Радиослушатель у нас спрашивает, да, сейчас застройщики перед тем, как выдать ключи, проходит процедура приемки. Но после того, как горожане получают, жильцы, ключи на руки, да, там оказывается о том, что оно не соответствует вообще, ГОСТу, там щели большие, разбитые окна, и кривые стены и так далее. Вот спрашивает, куда можно обратиться и вообще, куда жаловаться? Смотрите, на несоответствие ГОСТам тут, конечно, вопрос в первую очередь качеству проектной документации и так далее. Да, здесь, наверное, так очень глубоко надо разбираться, да. А что касается тех или иных видов дефектов, которые граждане в своем жилье обнаружили, да, здесь в первую очередь необходимо работать с самим застройщиком, потому что есть обязательства по исправлению тех или иных моментов, которые указаны в договоре долевого участия, да, и те допуски, которые в обязательном порядке есть, да, и, соответственно, есть гарантийный срок в обязательном порядке. Если же застройщик на это не реагирует, есть уполномоченный орган управления государственного архитектурно-строительного надзора, который осуществляет надзор за строительством всех объектов капитального строительства, которые относятся в том числе и многоквартирные дома. И здесь уже через понуждение работает застройщиком. Тогда в управлении архитектуры. Управление государственного жилищно-строительного надзора. Все, спасибо. Перед тем, как мы ушли на рекламу, Анатолий Спартакович, я вот хочу следующий вопрос задать вам. К самой острой теме подойдем. Почему в Якутске фактически прекратилась выдача разрешений на строительство? Так, надо начать с того, что в нашу республику в прошлом году приезжала бригада Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Москвы. Они проводили комплексную проверку деятельности местных органов, то есть прокуратура республики, прокуратура городская, транспортная, и близлежащие и так далее специализированные. В ходе этого выезда они также проводили проверку, так называемые встречные проверки в различных органах, ведомствах и организациях нашей республики. Приходили они и в нашу администрацию городскую. По итогам, проанализировав то, что у нас, какое у нас состояние законности и правопорядка, проверяющие обратили внимание на переполненность школ и детских садов в Якутске. Указали на значительное превышение темпов жилищного строительства над темпами создания социальных объектов и хаотичность жилой застройки. Это прямо было указано в этом документе.
Также сообщили, что выдача разрешений на строительство жилья без обеспеченности инфраструктуры приведет к массовым нарушениям прав граждан. Прежде всего мы говорим о школах и детских садах. В связи с этим прокурор объявил главе города предостережение о допустимости нарушения закона и предупредил, здесь внимание, об уголовной ответственности по статьям 285, 286, 293, 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это превышение должностных полномочий, злоупотребление ими, халатность, неисполнение судебных решений. Максимальное наказание за превышение злоупотребления полномочиями для лица, занимающего госдолжность или, там, например, для главы муниципалитета, это до 7 лет лишения свободы. Преступление относится к категории тяжких. Думаю, никто с прокурорским реагированием шутить не будет. УК Государева уже указал на эти проблемы. Так что вопрос стоит жестко. Соответственно, было принято решение приостановить выдачу разрешения строительства для точечной застройки. После этого еще были ряд мер прокурорского реагирования, в том числе и по выдаче РНС непосредственно, а также по переполненности школ. Далее. У нас есть на исполнение решение суда Якутского городского о том, что окружная администрация, например, должна в течение 5 лет, осталось уже 4,5, на территории Гомельского округа, это самый переполненный, 202, 203, и так далее, создать новые места. Учитывая, что есть такое требование закона и такие меры прокурорского реагирования, было принято логичное и как вынужденная мера решение приостановить выдачу. Одновременно шла работа по поиску вариантов для выхода из ситуации. И единственно верным, это было согласовано с органами прокуратуры, выбрали введение инфраструктурного сбора. Тогда сейчас прекращена именно точечная застройка, которая, я же правильно поняла, которая привела к переполненности школ, в центре города, скажем, да? Да, это именно точечная застройка. Ага. Анатолий Анатольевич, тогда к вам. В чем суть предполагаемого инфраструктурного сбора? Еще раз, как говорится, застолбим, да, и какую конкретную сумму с каждого квадрата планируется взимать, и на что эти деньги будут направлены? Да, еще раз, инфраструктурный сбор – это мера, направленная на ускорение темпов развития социальной инфраструктуры, сугубо отраслевая мера. Что она будет из себя, по нашему пониманию, что она будет из себя представлять? В рамках утвержденных нормативно-правовых актов будет заключаться соглашение о сотрудничестве между застройщиком и городской администрации. В зависимости от того, какая будет площадь вводимого объекта, например, это 5000 квадратных метров или 10 тысяч квадратных метров, да, точечной застройки, исходя из величины в 3097 рублей на 1 квадратный метр, застройщик заключает соглашение и в течение срока действия разрешения на строительство равными долями вносит эти средства в городской бюджет. Далее они целевым образом попадают в муниципальную программу развития социальной инфраструктуры, и на эти средства мы будем выполнять работы, связанные с созданием новых ученических мест. Понятно, что величина в 3000 рублей с квадратного метра не покрывает всю потребность. Да? При подсчетах, да, нагрузка в целом на квадратный метр в текущих реалиях должна составлять 12 500. Но мы понимаем, что ее невозможно в полной мере переложить на застройщика, поэтому путем расчетов, путем моделирования пришли к такой величине. Далее мы эти средства аккумулируем и принимаем решение, каким образом мы будем создавать новые ученические места. Допустим, если у нас есть свободный земельный участок, мы построим там школу. Соберем инфраструктурный сбор с отдельных застройщиков и построим школу. Или же построим пристрой к школе, да, если есть такая возможность. Или же потратим средства на то, чтобы сначала запроектировать объект, пройти государственную экспертизу и получить финансирование, допустим, из федерального бюджета, так как у нас уже есть понимание по нашему мастер-плану, да, по долгосрочному плану, где есть 12 объектов образования, которые надо запроектировать, подготовить земельные участки. Допустим, есть ряд примеров уже сейчас, да, где мы понимаем, к примеру, строительство школы в Гагаринском округе, да, территория обременена аварийными домами, которые будут расселены значительно позже, а школу надо начинать строить уже в 2027 году. Мы средства инфраструктурного сбора потратим на то, чтобы быстрее эти дома расселить,
двойной эффект, скажем так, да, и граждан быстрее расселить и подготовить площадку под строительство крупной школы. Или, скажем, 21-я школа, которая тоже очень перегружена в том же Губинском округе. Там нету свободного участка сейчас, но путем изъятия части земли, да, допустим, там гаражного кооператива, да, мы бы могли организовать там соответствующий земельный участок под строительство пристроя и улучшить ситуацию. Вот сугубо таким отраслевым образом, потому что формат соглашения — это взаимные обязательства. Застройщик вносит средства, а мы обязуемся создать элемент социальной инфраструктуры. Мне вот режиссер подсказывает, что снова звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте, говорите ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый. Так, у меня такой вопрос, да, вот, почему не учитывается, когда при строительстве водосточные, да, канавы там эти есть, и потом подъездные дороги, также вот эти автостоянки. Строится, а так потом ломают, потом это как бы не так получается. Нету этих стоянок, водосточные, там воды остаются, потом ломают. А как можно так это? Градостроительство там учитывается или нет? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я попытаюсь на него ответить. Да? Что касается обязательств по обеспечению стояночной инфраструктуры и так далее, это в обязательном порядке предусматривается. Регулируется правилами землепользования и застройки. Более того, скажу, что до последнего времени у нас норматив по обеспеченности стояночными местами был 40% от количества квартир. Да? Мы вот буквально в прошлом году его подняли до 50%, то есть еще ужесточили. И, наверное, и дальше будем в этом направлении работать, потому что автомобилизация у нас идет семимильными шагами. Да? То есть вот в этом ключе я официально заявляю, что это учитывается в обязательном порядке и далее. Что касается, скажем так, инфраструктуры, связанной с ливневой канализацией, да, вот, к сожалению, наш с вами город за 400-летнюю историю не обзавелся центральной системой ливневой канализации. Это вот одна из основных задач, которая перед нами стоит на ближайшее время. Не везде, к сожалению, есть в городе лотки, по которым можно осуществить водосброс с прилегающей территории, поэтому на сегодняшний день там, где эта возможность есть, да, это осуществляется вот таким образом. Где этой возможности нет, водосброс с территории МКД, которая проектирует, осуществляется в направлении магистральных улиц, а далее уже по ним транспортируется к точке сброса. Но вот еще раз повторюсь, наша одна из основных задач при реализации мастер-плана и к 400-летию нашего города Якутска — это начать проектировать и реализовывать систему ливневой канализации. И вот насколько вот я замечаю, но, видимо, вот в рамках строительства дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» вот сейчас, по-моему, стали учитываться и ливневые канализации в том числе, потому что их гораздо, на новых улицах ты уже замечаешь. Везде, где у нас есть возможность пройти капитальным ремонтом или реконструкцией, и плотность городской застройки позволяет это сделать, мы стараемся в обязательном порядке предусматривать систему лотков и водоотведения. Из 200 километров за последние годы улиц, которые мы отремонтировали, откапиталили и так далее, более 80 километров новых лотков мы обустроили. Это можно считать, что, скажем так, уже часть формирования общей системы водоотведения города. Это одна из приоритетных задач. Ну и вот то, что вот радиослушатель нам задал вопрос, да, наверное, основной этой причиной была и точечная застройка, да, при которых, наверное, вот парковочные места придомовые не учитывались, да? 100%, потому что, во-первых, площадь земельного участка под многоэтажную застройку была не самая большая, да, сейчас мы ее тоже увеличили до 4000 квадратных метров. Плюс большая работа за последние годы нами была проведена по формированию придомовой территории многоквартирных домов. За последние годы такого никогда не было. Вот уже, наверное, больше 800 МКД, которым мы сформировали придомовую территорию, вернули ее гражданам. Ранее же придомовая территория была оформлена очень много где под пятном только многоквартирного дома, и вот эта неразграниченная земля превращалась в участки, на которых росли многоэтажки точечным
образом. Анатолий Спартакович, вернемся, наверное, на юридическую и правовое поле, да? Вот вопрос от лица потенциальных дольщиков. Чем грозит городу и самим чиновникам выдача разрешений без утвержденного сбора? Есть ли уже судебная практика по подобным делам в других регионах? И были ли случаи привлечения чиновников к ответственности? Я уже говорил, что прокурор предупреждал в данном случае об уголовной ответственности, учитывая, что может быть массовое нарушение прав неопределенного круга лиц. Это у нас и взрослые, и дети. Эта практика отказов в выдаче разрешения на строительство, обжалования их в суде сформировалась в России 4, где-то 3 года назад. И вот сейчас дошла до нас. То есть по мере кипения, нарастания точки кипения по данным вопросам, вот везде в разных регионах шла по-разному, и где-то пораньше у нас вот сейчас. Уголовных дел, связанных с этим, конкретно вот я пока не видел нигде в СМИ не было. Но есть такие негативные последствия, возможно, например, выдан РНС, застройщик уже начинает привлекать проектное финансирование, он привлекает средства граждан, а это разрешение на строительство будет оспорено и будет отменено, например, в судебном порядке. Это же очень большие последствия не только для граждан, но и для самого застройщика. В целом есть вот многочисленная практика по разным регионам, там, где застройщики обжаловали в судах отказы в выдаче в РНС именно по этим основаниям, то, что недостаточно социальных объектов. И застройщики, суды им отказывают. В принципе, эта практика уже сформировалась на уровне Верховного суда Российской Федерации. Здесь у судов однозначно, можно сказать, даже такая социально ориентированная позиция. При этом в практике встречается, что отказы в РНС бывают не только вот для нас злободневно, это школы и садики, но и по учреждениям здравоохранения, что вот там, где вы собираетесь строить, нет поликлиник. Это для нас пока не имеет такого, скажем так, горящего, на данный момент значения, но это тоже повод задуматься на будущее. Ну вот если проблема дефицита школ и детсадов при точечной застройке, это проблема вообще российская, да? Почему вот не решают ее на федеральном уровне и не выработать какой-то один механизм общий? Как вы думаете? В целом подход единый и закреплен в виде принципов законодательства о градостроительстве. То есть вся градостроительная деятельность должна основываться на этих принципах. Зачитаю, юриспруденция не любит неточности, это обеспечение комплексного и устойчивого развития территории, сбалансированный учет экологических, экономических, социальных и иных факторов. И это все у нас указано в статье 2 Градостроительного кодекса. Правоприменение в целом же, вот по стороне, там, где у нас была такая застройка, пошла без учета принципов этих и с перекосом в сторону точной застройки. Сейчас это вызвало, можно сказать, такую резкую реакцию со стороны федерального законодателя. Есть законопроект, который предлагает вообще ввести временный запрет до 30 года на строительство многоэтажных МКД, там, где есть инфраструктурный дефицит, более 50%. Дорогие радиослушатели и телезрители, к сожалению, нашего эфира не хватило прямо, чтобы по косточкам разобрать тему недвижимости и рынка в городе Якутске. Спасибо большое, что приняли участие. Вам, дорогие зрители, спасибо, что вы были с нами. До следующих встреч в эфире. С вами была ведущая Любовь Сыроватская. До следующих встреч в эфире.